Месть. Валил снег. Огромные снежные мухи лезли в глаза, застилая дорогу. Гирке, верный спутник, сильный олень, уверенно без устали шел по первому вязкому снегу, а впереди летел ворон. Они петляли следы, уходя от волчьей погони. Не останавливались даже на ночь, все дальше и дальше уходили от дома. И вдруг из-за холма выглянули знакомые сердцу очертания. Даже в сумерках Кындыкан легко могла узнать родные конусообразные чурами, которые строил ее народ. Ей почудился запах вареного мяса, ноги тут же загудели от усталости. «Мы здесь бывали прошлой весной!» — воскликнула радостно Кындыкан. «Тут живет девочка с 3 одинаковыми братьями, и там были охотники, много-много охотников!» Олень неохотно повернулся и остановился. «Ну же, Гирке, не упрямься!» — просила девочка. Но он стоял, как вкопанный, с места не двигался. Тогда Кындыкан спешилась и, утопая в снегу, направилась к стойбищу. «Кока, там живет девочка, такая же, как я, с 2 косичками. Ее мама готовит вкусные лепешки», — говорила она, пробираясь сквозь сугробы. Горностай облизнулся и, выбрыкнув из кафтана, Кындыкан резво поскакал вперед. Его шубка, начавшая линять к зиме, сливалась с белесной нетронутого чистого снега. От мысли о еде в животе у Кындыкан заурчало. До горячего обеда казалось рукой подать. И из крайней чоры будто высунулась косматая голова. «Эй!» — откликнула Кындыкан. «Эй, ты там!» Тень проскользнула между жилищ и скрылась в стойбище. Кындыкан бросилась следом и, только подойдя поближе, заметила на деревьях предупреждающие знаки. Из чурами не идет дым, не слышно ни людей, ни оленей. Дух болезни побывал и здесь, вечно голодный, не знающий пощады. Забрал девочку с косичками и всех ее одинаковых братьев. «Эй!» — крикнула Кындыкан, но и здесь ей никто не ответил. Вдруг истошный писк горностая разорвал тишину. Из леса вышел волк. Он давно шел по следу, ведомый ненавистным запахом человека, что отнял жизнь его волчицы с волчатами, а затем обменял шкуру на глупые камешки. Кровавой местью загорелись волчьи глаза, и, разинув огромную клыкастую пасть, несущую погибель любому, с кем встретиться, волк прыгнул. Кындыкан на мгновение замерла от страха и начала медленно пятиться назад. «Кор, кор, кор!» — налетел ворон, заслоняя черными крыльями маленькую беззащитную девочку. Когтями вцепился в серую морду. Зверь отскочил, оскалился, снова готовясь к прыжку. И тогда с ревом ворвался олень. Ударом сильных рогов отбросил хищника в сторону. С треском ломающихся ветвей смешался отчаянный волчий рык. Подобен урагану был в схватке грозный вожак стаи Гирке. Но, извернувшись, матерый все-таки исхитрился вцепиться зубами в белоснежную оленью шею. Алая струйка побежала по снегу. Олень пошатнулся. «Гирке!» — вскрикнула Кындыкан, хватая с земли палку, будто ей можно было победить волка. Гирке из последних сил заревел, побежал, тесняя и прогоняя раненого волка обратно в темноту леса. И только когда серая тень исчезла, бесшумно повалился на бок.